Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми-Республиканский институт развития образования. Сегодня мы проводим очень важный для нас всех методический семинар, который представляет нашим коллегам, нашим представителям муниципальных образований проект «Культура для школьников». Конечно, это для нас не новый проект, он имеет свою уже профессиональную историю, но наша задача вместе с вами рассмотреть особенности реализации всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в 2021 году. Мы посчитали очень важным встретиться с вами именно в рамках методического семинара. Почему методического? Потому что мы, конечно, будем говорить с вами о тех профессиональных компетенциях, в том числе и управленческих, которые нам позволят вместе с вами достичь важного результата. А вот какого, мы об этом, конечно, и будем в течение семинара говорить. Я очень рада, что мы ведем данный семинар вместе с куратором данного проекта от нашего института, с Натальей Геннадьевной Торлоповой, кандидатом педагогических наук, которая является действительно очень важным профессиональным лицом, которое связывает и систему образования, и систему культуры, возглавляет Республиканское методическое объединение преподавателей предметной области искусства. И, конечно же, в рамках именно нашего семинара нам с вами удастся рассмотреть основные мероприятия проекта, потому что он является межведомственным и демонстрирует именно возможности, которые нарабатывает каждое муниципальное образование именно по включению наших обучающихся в проект. И, конечно, с точки зрения управления проектом, нам важно до вас довести информацию, каким же образом мы и методически, и информационно будем сопровождать столь важный проект. Также, конечно, исходя из того, что данный проект, он имеет свою профессиональную историю, мы хотим еще раз ваше внимание обратить, что есть определенные реперные точки, которые определяют наш с вами результат. И, конечно, очень важно, что через обновленные методические рекомендации, которые Наталья Геннадьевна представит, мы увидим, каким образом сегодня сопровождается данный проект на уровне образовательной организации, на уровне муниципального образования, ну и, конечно, нашего института развития образования. Итак, уважаемые коллеги, как я уже сказала, данный проект является межведомственным. Очень важно, что уже в марте 2021 года был издан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерства культуры, туризма и архивного дела. Итак, именно в данном приказе на основе именно наших предложений были сформированы событийные ряды, которые позволяют нашей республике продолжить участие в данном всероссийском проекте. Мы хотим напомнить, что итоги проекта 2020 года были подведены уже на уровне Российской Федерации, на коллегии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации в ноябре 2020 года. Решение коллегии было опубликовано, и в рамках данного решения было обозначено, что лучшие практики по реализации проекта «Культура для школьников» должны быть продолжены. И наша республика действительно доказала, что мы смогли именно провести ту необходимую сетевую профессиональную линию, которая позволила нашим обучающимся очень активно включиться в важный профессиональный проект. Важный для кого? Конечно, для наших обучающихся, потому что формируются те компетенции, которые позволяют им действительно осознавать себя, с одной стороны, как граждан Российской Федерации, поэтому очень большая часть материалов, конечно, связана с культурой, прежде всего, родного региона, Российской Федерации. А с другой стороны, мы понимаем, что в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта формирование метапредметной компетенции, оно как раз в настоящее время и может рассматриваться не только в рамках урочной и неурочной деятельности, а в рамках именно тех событийных итогов по взаимодействию в рамках данного проекта, над которым мы работаем. По взаимодействию кого? Системы образования,
общеобразовательные организации, дополнительное образование, конечно, все учреждения культуры, но самое главное, что в центре нашего внимания наш обучающийся. Поэтому, конечно, мы были очень рады, что по итогам прошлого года отдельные события проекта, которые были нашим институтом организованы, они вошли в официальный доклад от нашей республики и стали основанием определения, что те практики, которые мы выработали вместе с вами, уважаемые коллеги, в рамках, например, проведения и Олимпиады культурно-норматив школьников, они были очень удачными и требуют дальнейшего тиражирования. И в этой связи, конечно, мы понимаем, что данный проект «Культура для школьников», он сегодня уже направлен не только на просвещение, привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, но направлен, конечно же, и на исполнение нами тех задач в рамках национального проекта образования, который стоит перед каждым из нас. Это именно вовлечение наших обучающихся в процесс духовно-нравственного воспитания и повышение культурного уровня. Поэтому очень важно, что в этом году, 2021 году, Наталья Игнатьевна об этом будет говорить, наш проект, он действительно еще в большей степени связан с нашими региональными особенностями. Особенно это важно, потому что в этом году, конечно, мы празднуем столетие государственности Республики Коми, поэтому очень много событий, которые в рамках проекта мы будем представлять, они, конечно, направлены именно уже не просто на ознакомление, а уже на более глубокое погружение в культурное пространство нашей республики. И здесь очень важно, что в этом году мы будем вас вовлекать, и мы надеемся на вашу поддержку, вовлекать именно в события, в которых будут принимать участие представители культурного пространства, наши самые яркие представители творческого актива республики, которые сегодня готовы работать с нашими школьниками. Это известные деятели культуры Республики Коми. Вот об этом тоже мы вам расскажем, я думаю, вы заинтересуетесь. Ну и, конечно же, с точки зрения событийного ряда, уважаемые коллеги, о чем я и говорила. Итак, в рамках дорожной карты, что очень важно. Институт развития образования является координатором данного проекта по взаимодействию, конечно, с общеобразовательными организациями. Но мы понимаем, что тот сайт, который мы создали уже 2 года назад, он сегодня является очень активной платформой. Поэтому, коллеги, хотим вас сразу настроить, что уже начиная с сегодняшнего дня вы можете обращаться к данному сайту. Мы его обновили. Мы его действительно сейчас рассматриваем как основную платформу для сопровождения данного проекта «Культура для школьников». И здесь уже вся обновленная информация, представлены ссылки на федеральные ресурсы, которые вы можете постоянно использовать. Далее, конечно, есть рекомендации педагогам. Вот на сайте, да. Я вернусь, наверное, покажу. Есть рекомендации педагогам, уже тоже, которые обновлены, Наталья об этом будет говорить. Есть федеральные площадки конкурсов, в которых мы можем участвовать. Идут рекомендации обновленные. И, уважаемые коллеги, что очень важно, обновленные методические рекомендации. Также, уважаемые коллеги, мы уже подготовили для вас тот методический ресурс, который позволит вам использовать материал для проведения онлайн-олимпиады. Тоже об этом мы будем говорить более подробно. Поэтому что важно понимать? Что это ресурс, который вы можете использовать. И также через этот ресурс, коллеги, вы можете задавать вопросы нам, как координаторам данного проекта. Вот есть у нас обратная связь. Мы ежедневно готовы работать вместе с нами, вместе с вами и с нами для того, чтобы действительно получить значимый результат. Нашими партнерами являются многие учреждения культуры. И здесь вы видите, что организация виртуальных встреч с деятелями культуры в наших онлайн-студиях – это уже те события, которые мы планируем именно в форме виртуальных гостиных. Я думаю, с вашим участием у нас получится действительно создать очень интересное профессиональное пространство и образовательное пространство. Как мы уже говорили, очень важно, что в рамках кадрового обеспечения реализации проекта мы будем проводить семинары.
Вот это первый семинар. И далее, я думаю, что мы будем проводить семинары по подготовке и к онлайн-олимпиаде, и к мероприятиям, которые коллеги будут проходить. И по обмену опытом. Да, у вас в муниципалитете для того, чтобы мы увидели лучшие практики, которые уже создаются в муниципальных образованиях. Поэтому, коллеги, с точки зрения дорожной карты, она является управленческим механизмом. Было бы хорошо, я знаю, что к нам подключились представители управления образования, муниципальных образований Республики Коми. Было бы хорошо, чтобы аналогичный приказ, который утверждает дорожную карту по взаимодействию с учреждением культуры на местах, тоже был бы сформирован. Это было бы основание как раз для управления проектом на уровне муниципального образования. Поэтому, коллеги, у нас есть приказ на уровне республики, по аналогии на уровне муниципального образования, ну и далее в это пространство уже включаются образовательные организации. Поэтому, конечно, с точки зрения механизма взаимодействия мы считаем, что эта система выстроена. Мы понимаем, что, используя федеральные ресурсы, наша задача, уважаемые коллеги, довести до вас очень важную методическую информацию о всех самых важных событиях, которые мы будем проводить вместе с вами, потому что это именно как раз такая трансляция методического опыта, который важен с точки зрения, первой, и организации мероприятий, и второе, именно возможности с точки зрения содержания, как организовать правильно это мероприятие. Поэтому, коллеги, если есть какие-то запросы для того, чтобы мы провели, например, семинар на уровне муниципального образования, какие-то есть особенности, мы тоже готовы. Наталья Геннадьевна вот только что недавно приехала с очень важной большой конференции всероссийского уровня, и тоже мы говорили в том числе о нашем проекте, о конкурсном движении. Да, и понимаем, что действительно данный проект, он уже может позиционировать Республику Коми как республику, в которой сформирована вот та профессиональная коллаборация, которая позволяет межведомственные проекты успешно реализовывать. Коллеги, большое спасибо. Это было мое вступление. Ну и далее я уже передаю слово Наталье Геннадьевне, которая методически, очень логично будет с вами работать и представлять необходимую вам информацию. Коллеги, спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Да, удачной работы. Я думаю, что уже даже сегодня можно задавать вопросы, потому что наша площадка позволяет иметь обратную связь. И если в ходе нашего диалога у вас возникнет вопрос, то, собственно, я могу его прочитать и уже прокомментировать какие-то вопросы. Ну, я продолжаю, спасибо, Галина Владимировна, я продолжаю говорить о том, какие механизмы взаимодействия в рамках проекта мы будем проводить. И вот на этом слайде я говорю, какая основная часть мероприятий, она ложится на плечи, собственно, образовательной организации. Вот участие во всероссийских культурных акциях. Это всероссийские культурные акции, они располагаются информационно на сайте «Культура для школьников». Здесь у меня дается ссылка, если мы пройдем по ссылке, собственно, мы можем открыть страничку, где проходит, то есть сейчас не знаю, как она, в общем-то, взаимодействует, мы можем открыть те проекты, которые уже в прошлом году себя хорошо зарекомендовали и которые являются таким годовым циклом всероссийского проекта «Культура для школьников». Ну, это такие, как, допустим, «Летопись сердец», она приурочена к майским праздникам, то есть к 9 мая. «Кинолето», «Культурная ботаника» – это, скорее всего, тоже летние мероприятия. «Культурный марафон» чаще всего проходится октябрь-ноябрь. И вы можете подключаться, уже прошли акции культур в январе-феврале, уже были культурные акции, которые проводились. Мы, к сожалению, в них не смогли принять участие и пропиарить их тоже не смогли. Самое главное, что вы должны подключаться к этим проектам. Ну, собственно, здесь не надо ориентироваться на нас, то есть это всероссийские акции, информация об этих акциях написана на сайте, и здесь вы можете просто посмотреть, готовы ли вы принять участие или не готовы, и, собственно, подключайтесь к площадкам этих акций. Но фиксировать это участие вы можете уже в культурных дневниках школьника. Второе направление, оно уже связано с реализацией республиканского проекта, оно касается всех нас. Здесь предоставляются 3 таких направления. Культ-поход,
культурный клуб и цифровая культура. В этом году появилось еще одно направление, но оно может быть включено в любой из этих трех направлений. Культурная суббота. Культурная суббота – это чисто мероприятие образовательной организации. То есть культурную субботу организует образовательная организация. Если в рамках воспитательной деятельности у вас есть целый цикл тематических мероприятий, связанных с изучением культурного памятника, изучением культурного события, встреча с художником, встреча с писателем, то вот эта серия мероприятий, она будет определять ваш вот воспитательный контекст, если вы будете таким образом организовать. И школьники, участвуя в этих мероприятиях, они, собственно, могут для себя зафиксировать либо культпоход, либо культурный клуб, либо цифровая культура. Поэтому по этим трем направлениям у нас будет организовано ведение дневника школьника. И активность участия школьников в республиканских мероприятиях, я их перечислю ниже, они все представлены на сайте, который мы сейчас вам показали, и уже имеются положения. Правда, положения были утверждены на уровне приказа вневедомственного. Сейчас готовятся приказы республиканского уровня, организационные приказы республиканского уровня. Поэтому сроки немного спускаются, снижаются, чтобы вы не переживали, все мероприятия, они в состоянии подготовки. И наша оценка в проекте – это активность участия школьников. Почему здесь в этом году мы решили активно не привлекать муниципалитеты в организационную задачу, хотя вы вполне можете подключиться к вопросам проекта, и даже было бы очень здорово, если муниципальные управления, они подключились к проекту и смогли организовать школу муниципалитета в реализации этого проекта. Но мы в первую очередь выходим на образовательные организации и оцениваем активность именно образовательных организаций, как они в рамках своей воспитательной деятельности могут организовать собственный проект. И наша проверка активности, и ваша проверка активности будет определяться таким стержневым, скажем так, конкурсом. Он будет называться «Лучший культурный дневник школьника». Стержневой конкурс, он будет проходить в 2 этапа, тоже расскажу немножко попозже, но, собственно, определять позицию, насколько мы включились в процессы культурного пространства республики, мы будем определять через систему этого дневника. Естественно, уже Галина Владимировна сказала, что мы проводим проект в 2021 году, связанный с столетием государственности, столетнего юбилея Республики Коми. Поэтому мы стараемся всю содержательную платформу удерживать в рамках тех событий, культурных событий, которые проходят в республике. И в данном случае мы выходим на взаимодействие и подключаем информационное пространство культурных учреждений Республики Коми. И я вам не зря показала площадку, которую еще раз я к ней вернусь. Это «Культура РФ». И есть еще ссылка на афишу. То есть в рамках сайта «Культура Российской Федерации» здесь представляется, ну, скажем так, цифровой контент современного состояния культурных событий России. А если мы посмотрим на афишу, которая здесь дается, да, вот афиша, то здесь мы опять получаем ссылку на этот сайт «Культура РФ», но в контексте нашей республики. Мы здесь можем увидеть афишу Республики Коми. И если вы будете заводить ваши муниципалитеты, то информационно вы можете получить те события, которые проходят, культурные события, которые проходят в рамках вашего муниципалитета, именно на этом сайте. То есть в этом году там сделали замечательный этот проект, который работает, и мы, собственно, можем им пользоваться. Не очень открываться, хотя на самом деле хорошо открывается страничка, и хорошо видны те события, которые проходят у нас в республике.
Вот, поэтому для вас это очень полезная информационная среда, которая позволит вам сформировать, ну, пусть не годовой цикл, но хотя бы раз в месяц вы можете организовывать культурную субботу и подключаться к тем мероприятиям, которые мы в республике планируем для включенности наших школьников в мероприятия проекта. Собственно, если говорить подробно, конкурс «Лучший культурный дневник школьников». В прошлом году у нас был организован через муниципалитеты, но муниципальная активность проявилась только в Устинске. Устинск подключился, очень замечательно провел этот проект, провел конкурсы. У них были представители победы культурного дневника и два министерства задействованы в реализации этого мероприятия. Мы являемся координаторами и, собственно, консультантами, экспертами в рамках проведения этого конкурса. Значит, проект, естественно, ориентирован на приобщение школьников к культурному наследию. И, собственно, основная эта задача идет это использование условий и возможностей республиканских и муниципальных учреждений культуры, библиотек, музеев, театров, выставочных залов для формирования подрастающего поколения активной жизненной позиции и широкого кругозора. Собственно, сама идея. В этом году мы немного обновили странички дневника. Мы взяли за основу, он и в прошлом году был этот визуальный ряд, связан был, то, что уже мы были в преддверии республиканского праздника. Ну, у нас имеются странички, собственно, каждая страничка, она вот как является титульненьким листом, вы можете их скачать. И, собственно, вот эти странички, они могут быть как бы промежуточными листами, которые позволяют разделить те направления, направления искусства и культуры, в которых ребенок будет или ученик будет принимать участие. Ну и сами странички тоже будут у нас представлены, я немножко их прокомментирую попозже немного. Поэтому вот такой дневник. Значит, на что мы ориентируемся? Значит, в этом году мы предложим методические рекомендации, то есть практически мы даем структуру ведения дневника для 3 уровней школьников. То есть культурный дневник для школьников младших классов, есть тематически подобранный и сформированный дневник для обучающейся основной школы, и специально идет отдельный дневник для обучающихся старших классов. В этом году, кроме культурного дневника, так как мы считаем, что культурный дневник – это не только, в общем-то, продукт творчества и сотворчества одного учащегося, но и школы, и родителей. И я думаю, что родители в полной мере могут подключиться к ведению этого дневника и помогать своим ученикам в его представлении, оформлении записей и так далее. Значит, что самое главное? Значит, культурный дневник должен состоять из 7 разделов, каждый из которых может быть посвящен одному из направлений искусства. Архитектура Республики Коми, изобразительное искусство Республики Коми, кино Республики Коми, литература Республики Коми, музыка Республики Коми, народная культура Республики Коми и так далее. Собственно, по каждому из этих разделов у нас есть возможность решать 3 основные направления, то есть 3 блока. То есть мы можем взять изобразительное искусство Республики Коми и решать эту задачу через культпоход, через культурный клуб и через цифровую культуру. То же самое мы можем взять, допустим, музыка Республики Коми и решать эти задачи, то есть посещать мероприятия в системе культпохода, участвовать в мероприятиях культурного клуба и цифровой культуры, где будет основным звеном, объединяющим звеном, это музыка Республики Коми. Но это не значит, что школьник должен выбрать только какое-то одно направление. Собственно, если он посещает все, то есть он бывает и видит, допустим,
на экскурсиях в городах и рассматривает архитектуру, в то же время посещает галереи и музеи художественные, входит в театр, то в его дневнике может быть несколько разделов. Есть разделы, которые ему наиболее интересны, и тогда большая часть мероприятий, посещенных им мероприятий, будет в этом разделе. А может быть, что он потихонечку будет посещать и все направления, которые здесь представлены. То есть это выбор. Выбор ученика, выбор родителей, выбор школы. То есть какие направления вам интереснее реализовать, такое вы, собственно, направление берете. Нет ограничений в выборе, но представление, то есть такое глубокое погружение в культурный пласт нужно делать вот по 3 направлениям. Обязательно нужно, чтобы это были все-таки обязательные культ-походы, то есть это реальные посещения музеев, реальное посещение театров, реальное посещение выставочных залов, библиотек и так далее. Культурный клуб – это встречи с интересными людьми, это культурные мероприятия, события, которые могут быть организованы как детьми, так и школой. И в культурном клубе чаще всего можно организовать встречи, мастер-классы, конкурсы, которые проводят и дети, и, собственно, сами школы. Ну, цифровая культура – это вот тот сайт, о котором я говорила и показывала, собственно, очень интересно представлен. Если нет возможности реального посещения, то есть вы находитесь в очень удаленной точке, и посетить театр или музей реально вы не можете, то вас может выручить система цифровой культуры. И в данном случае можно просмотреть современные театральные постановки российского уровня, республиканского уровня, и можно посмотреть и выставки, можно почитать статью, можно ответить на вопросы, можно задать вопрос. То есть, собственно, это очень цифровой контент представлен на сайте интересно. И если вы видели, когда я вам показывала сайт «Наша культура для школьников», то мы предоставляем, уже в прошлом году была сформирована площадка в разделе педагогам, где мы представляем сайты музеев и галерей. То есть дается у нас название и сайт. То есть любое сейчас мероприятие имеет свой цифровой контент, и если вы заинтересованы в этом контенте и вы заглядываете, просматриваете его, то вы можете этот материал использовать для организации или культурной субботы, или организации клуба, цифрового клуба и так далее. То есть, собственно, даже можно дискуссии организовывать на очень острые темы. Это тоже будет относиться к категории цифровой культурный клуб. Значит, на протяжении учебного года, если мы запускаем проект сейчас в апреле, то подводить итоги по проекту мы будем ноябрь, начало декабря. Мы решили, что в этом году мы не будем ограничиваться летними каникулами, даем возможность принять участие в летних событиях, в осенних событиях и подвести основные итоги года, это уже где-то к ноябрю года, как это было сделано в прошлом году Министерством культуры Российской Федерации. Они основной семинар провели в декабре, подводя итоги проекта. Значит, механизм какой? Значит, вы можете самостоятельно скачать и вклеивать в дневник тематические страницы. То есть как можно сделать? Это может быть взять просто блокнот интересный, какой нравится ребенку. Это может быть тетрадка. Это может быть просто отдельные листочки, заполняемые, и они сшиваются в какую-то папочку. То есть форма дневника, она произвольная. Но для того, чтобы мы все-таки не уходили из контекста наших требований, вот странички, титульные странички должны быть все-таки скачаны, и они должны как бы вклеиваться между страничками дневника, в которых побывали ваши ребята, которые увидели мероприятие. Значит, культ-поход – это всегда, я уже сказала, это посещение мероприятий. Мероприятия могут планироваться классным руководителем, мероприятия могут планироваться родительским комитетом, а мероприятия могут планироваться школой. То есть я знаю, что во многих районах есть такая среда, когда просто организуются автобусы и вывозят школьников, школы, районные школы вывозят в столицу и
на какой-то спектакль, на какой-то концерт. То есть если такая форма у вас возможна, то есть вы вписываете такую работу в план, не надо их планировать много, не надо гнаться за количеством. В общем-то, цель проекта не количество мероприятий, хотя это является оценкой качества, в общем-то, погружения, но тем не менее гнаться за количеством не надо. Я думаю, лучше меньше, но качественней. Уж от того, как вы будете оценивать дневник, вы уже посмотрите, насколько качественно прошел, собственно, этот выезд, этот культпоход. Но желательно, чтобы культпоходы были не реже одного раза в месяц, чтобы в дневнике школьников было как минимум 5-6 реальных культпоходов на открытые культурные мероприятия. То же самое касается и культурного клуба. Да? То есть культурный клуб, его надо подготовить, его надо провести. Если вы не являетесь, если вас не приглашают на такие мероприятия сами культурные организации. Такие мероприятия культурного клуба очень часто организуют библиотеки, очень часто организуют дома культуры, организуют музеи, районные музеи. Если у вас нету театральных сцен, то, конечно, есть районный музей, где, собственно, культурная площадка, она широко представляется, поэтому можно использовать как бы эту среду. То есть это не значит, что обязательно должны вы его полностью готовить в образовательной организации. То есть можно использовать те афишные мероприятия, которые, собственно, проводятся в муниципалитете, у вас в районе, используются в вашем месте проживания, и те, которые организуете вы сами. Результат посещения должен зафиксироваться отметкой работника учреждения в культурном дневнике школьника с указанием мероприятия, датой посещения или предоставлением копии билета. А можно не копия билета, можно представить и сам билетик, который вы посетили. Мы пишем самостоятельно или при помощи родителей. Я думаю, что здесь необходимо подключать родителей, чтобы родители помогали формировать оценочное такое пространство школьника, то есть они помогали писать отзывы, рецензии, комментарии. Мы не просим писать много, главное, чтобы была высказана эмоция, была высказано отношение к посещенному или просмотренному событию. Кроме посещения культурных, то есть когда мы посещаем культурные мероприятия, мы чаще всего бываем пассивными зрителями, но есть еще среда, которая проявляет нашу активность. Это участие в творческих конкурсах, это победы в творческих конкурсах, это участие в организации выставок, да, то есть дети могут это делать, и отметки такие могут быть уже отметками со стороны работников школы, это тьютор, организатор выставки, классный руководитель, он тоже может поставить свою отметку, что да, этот ученик посетил, посмотрел, сделал, организовал, принял участие. Организацию работы обучающихся по ведению культурного дневника школьника осуществляет или классный руководитель, если они заинтересованы в реализации проекта, либо воспитатели, если это интернатные учреждения, или иные педагогические работники, вожатые, завучи по воспитательной работе. То есть любой из участников педагогического сообщества может поддержать этот проект и стать участником тьюторской поддержки своих обучающихся. Я уже сказала, что мы планируем в начале сентября, в конце августа, начале сентября провести республиканский конкурс на лучший культурный дневник школьника. Что за механизм, собственно, этого конкурса и каким образом мы его будем проводить? Значит, порядок проведения. Естественно, мы даем время на то, чтобы дневник каким-то образом все-таки заполнялся, наполнялся, организовывался, формировался. И первый этап проводится, то есть мы планируем проводить 2 этапа. Первый с 1 сентября по 15 октября будет проводиться образовательная организация. То есть сама образовательная организация организует конкурс по уровням, то есть уровень начальной школы, уровень основной школы, уровень старшей школы. Из них вы выбираете по одному лучшему дневнику, который
направляете на участие в республиканском этапе. То есть от образовательной организации мы рассматриваем лучшие дневники по каждому направлению, то есть по уровню начальная школа, основная школа, старшая школа. И уже республиканский этап на основе ваших протоколов, на основе ваших скан-копий этих дневников уже будет рассматривать, собственно, ваши протокольные вещи, выбирать лучшие дневники из тех, которые будут представлены уже на конкурс. И республиканский этап конкурса будет проводиться с 25 октября по 25 ноября. Мы рассматриваем по тем же позициям, которые мы предлагаем рассматривать дневники вы. И, собственно, мы будем выстраивать рейтинг. Возможно, что победителями могут оказаться несколько участников, то есть это мы не ограничиваем количество побед. То есть будет 10, значит будет 10, будет 20, значит будет 20. Если они соответствуют критериальному отбору тех оценок, которые мы дали, то мы их обязательно отметим. То есть это говорит о том, что победителем в нашем проекте может быть каждый. Значит, организация проведения конкурса рекомендуется, значит, как и традиционно, то есть это положение организации конкурса, школьного конкурса. Вы должны организовать свой организационный комитет, сроки. Если вы до 1 сентября, с 1 по 15 октября, собственно, вы можете проверить, провести экспертизу уже имеющихся дневников. За лето дети наберут себе нужное количество участий. То есть я думаю, что и уже сейчас те мероприятия, которые с 1 января они уже посещали, они, собственно, могут их восполнить и заполнить их дневники. То есть мы не считаем, что, запуская проект в апреле, что события, которые посетил школьник в начале года, в январе, феврале, марте, не будут считаться записями дневника. То есть они могут быть спокойно оформлены в эти дневники, и это будет даже очень интересно. Значит, организационный комитет конкурса образовательной организации формируется учреждением самостоятельно. В состав организационного комитета могут входить руководители образовательных организаций или учреждений культуры и заместители, представители родительской общественности, тьюторы проекта и другие. Функции организационного комитета – это регистрация участников, организация работы экспертного совета по определению победителей и подведение итогов. То есть подведение итогов школьного этапа должно закрыться 15 октября. То есть после 15 октября вы проводите итоги и с 25 отсылаете уже ваших победителей на республиканский этап. С 15 октября по 25 октября у вас есть 10 дней, когда можно привести продукты школьного творчества в состоянии скана или там отсканировать материалы и, собственно, прислать нам для просмотра. Состав экспертного совета. То же самое. Вы выбираете сами, сколько вам удобно экспертов, вы их формируете. Они могут быть и работники культуры и так далее. То есть родителей можно привлечь к этому. Для того, чтобы вы могли воспользоваться экспертной оценкой, то, собственно, в положении мы прописываем, какими критериями вы можете руководствоваться. Это не значит, что вы можете 100% брать все эти критерии, но желательно, чтобы они были, чтобы вам легче было, собственно, различить глубокое погружение ребенка в культурное пространство или так просто для заполнения, то есть формальное заполнение дневника, вы это почувствуете, когда будете это делать. Для проведения республиканского этапа конкурса у нас тоже в рамках положения будет организован и организационный комитет, и экспертный совет будет. Это будет отдельный оргприказ, который мы, собственно, уже подготовили, и у нас осталось только его запустить. И функции организационного комитета мы выполняем такие же. Мы регистрируем участников уже победы от образовательной организации. И мы просматриваем, мы уточняем экспертные оценки, определяем уже победителей в каждой возрастной группе. И наша задача продумать награды для победителей данного конкурса.
На основе полученных от организации списка победителей мы будем формировать рейтинг. И в рейтинге мы уже увидим, какие баллы, кто в каких баллах впереди и кто выходит на высокие доли победы победителем данного мероприятия. Значит, победителем республиканского этапа в каждой возрастной группе считается участник, оказавшийся первым в списке, а при совпадении количества баллов он будет определяться несколько победителей, о чем я уже вам говорила. Значит, всегда победитель у нас отмечается диплом победителей, и если будут у нас спонсоры, то возможно, что мы найдем какую-то и поддержку к этим победам, кроме диплома победителя. Значит, все критерии я не комментирую, но если будут вопросы и, собственно, непонятны будут эти критериальные основы, то можно будет обращаться ко мне. Телефон и электронный адрес, он есть в конце презентации. Поэтому все, что касается помощи методической, то можно звонить, и я, собственно, могу их прокомментировать. Второе мероприятие, которое республиканского уровня, оно уже себя зарекомендовало, в прошлом году мы его проводили, но мы меняем формат. Поэтому мы не запускаем его по приказу Министерства образования и Министерства культуры в связи с тем, что нам необходимо дополнить еще 2 уровня олимпиадными заданиями. И мы хотим расширить диапазон олимпиадных заданий по 2 уровням основной и старшей школы. И чтобы у нас олимпиадные задания были более интересными, мы приглашаем экспертов, которые будут являться, то есть экспертами будут работники культуры, которые будут предлагать вопросы для олимпиады. То есть чтобы не так не получалось, чтобы разработчиках мы как организаторы были, как разработчики. То есть у нас в этом году разрабатывать вопрос олимпиады будут деятели культуры. Мы хотим, чтобы они активно вовлеклись в систему формирования олимпиадных заданий. Поэтому мы планируем, собственно, запустить олимпиаду не раньше 12 мая. И тоже будет отдельный оргприказ, то есть следите за информацией. И мы в этом приказе дадим ссылки о начале акции онлайн-олимпиады. 2 недели хватит для того, чтобы наши участники приняли участие. Чем отличается онлайн-олимпиада 2021 от 2020 года? То, что в прошлом году мы тоже ориентировались на событийные вещи и исторические сведения культуры Республики Коми и нашего региона. В этом году мы эту традицию сохраняем, но, может быть, расширим диапазон культурными событиями наших соседей региональных, то есть это может быть интересные вопросы архангельские, с архангельской тематикой, с карельской тематикой, с уральским регионом. Я не знаю, что это в обязательном порядке будет, но я думаю, что было бы интересно, если мы будем знакомить не только с узкой культурой республиканского уровня, но и с широкой культурой российского севера, потому что это наши соседи, мы живем в одних условиях, и, собственно, совместные условия культуры, у нас очень много интересных и индивидуальных особенностей, и ребенка мы должны погрузить в эту разницу, чтобы они почувствовали, чем отличается архангельская культура, народная культура от, допустим, республиканской или, допустим, кировской, чтобы знали, что наши соседи тоже имеют свой региональный пласт культурных традиций. Второе, что меняется. У нас в прошлом году было только 2 направления. Это были участники 5-8 классов основная школа и 9-11 старшая школа. В этом году мы расширяем диапазон олимпиадного уровня. У нас появляется начальная школа и появляется олимпиада для взрослых, для родителей, законных представителей. То есть мы предлагаем в этой олимпиаде принять участие и взрослых. То есть цель олимпиады не проверка знаний, цель олимпиады – погружение в пространство культуры, знакомство с интересными событиями, с интересными мероприятиями, с интересными людьми, с интересными творческими продуктами. Поэтому чем больше будет участников, а в прошлом году это показал, у нас приняло участие более 3000 человек в олимпиаде, поэтому мы хотим, чтобы эта олимпиада стала традиционной. В олимпиаде является бесплатным, индивидуальным, то есть как только появляются анкеты и сроки, вы можете зарегистрироваться
и принять в ней участие. Сохраняем технологический процесс участия в Олимпиаде, то есть она будет сделана, время будет даваться где-то 40 минут, 1 академический час. Все ссылки на олимпиадные задания будут представлены в единой системе электронного обучения. И вот публикация ссылок ориентировочно, вот я уже написала, 12-13 мая. То есть это ориентировочно, потому что, может быть, на 2-3 дня может задержаться. Это связано с тем, насколько нам активность проявят наши эксперты. Для выполнения заданий участник должен будет заполнить регистрационную анкету, регистрационную форму. Она состоит из 2 частей. Первая часть – это, собственно, формальное представление. Вторая часть – это, собственно, выполнение тестов по культуре. Здесь надо будет ответить на предложенные задания. И вот небольшой вот момент, на который я обращаю внимание у родителей. Желательно, чтобы Олимпиаду дети делали вместе с вами. То есть как только ребенок нажмет кнопку «Закончить попытку», то, собственно, вот эта кнопка дает нам право понимать, что родитель, законный представитель, дает согласие на обработку персональных данных участника. Значит, все результаты участия, они должны вноситься в культурный дневник. То есть те события или в культурный клуб, или культурный, значит, вы будете получать разные уровневые сертификаты. То есть вы вносите сам сертификат, копию сертификата или маленький скан сертификатов в дневник, где будут указания победы, там первый золотой уровень, серебряный или бронзовый. Мы так делим. Золотой, серебряный, бронзовый. Если у нас идет просто участник, то это значит просто участник. То есть он не победил, не получил никакое количество баллов, и он имеет просто того, что он познакомился с содержанием анкеты и принял активное участие. Вот. И еще на один момент хочется обратить внимание. В прошлом году очень много было двойников. То есть ребята заходили с разных аккаунтов, и эту Олимпиаду проходили не один раз. То есть они проходили и дважды, и трижды. И третий выход был более удачный всегда, повыше уровень результата. Мы такое обнаруживали, мы в этом году сильно не поднимали вопрос на таких вариантов, но в этом году мы предупреждаем, при обнаружении повторного прохождения теста участникам Олимпиады все участия будут в ней аннулированы. То есть вы не будете участником, вы не получите ни сертификат участника, не получите. То есть если вы получите сертификат участника, то уровневый сертификат вы точно не получите. Вот в этом плане как бы мы ввели некоторые ограничения, которые нам очень важны в рамках организации. Значит, напоминаю, что подведение итогов онлайн-олимпиады, оно осуществляется подсчетом правильных голосов, это делается автоматически. При полном 100% выполнении вопросов это золотой сертификат, от 14, 15, 16 баллов это золотой сертификат, 11, 13 баллов серебряный сертификат и 8-10 баллов бронзовый сертификат. Менее 7, значит, просто сертификат участника. Квоты нет. В прошлом году у нас было и много и золотых, и серебряных, и бронзовых участников. Поэтому здесь задача не квоты, а задача просто принять участие, как в Олимпиаде. Любой Олимпиаде главное участие. Если сертификат участника можно получить сразу после прохождения Олимпиады, то уровневый сертификат мы будем распространять уже после 15 июня, то есть гораздо позже, потому что нам надо будет обработать все данные, все технически просмотреть все результаты оценок. Еще одно инновационное новшество, скажем так, в рамках проекта мы делаем конкурс для учителей и педагогов, который называется «Урок музея». Значит, мы его запускать, написано, с 15 апреля, но чуть попозже, потому что приказ тоже подготовлен уже, и мы только ждем подписи. Значит, этот конкурс методических разработок, значит, направлен на выявление, поддержку и распространение инновационного опыта педагогических работников, осуществляющих урочную и неурочную деятельность в условиях реализации всероссийского проекта «Культура для школьников», в том числе при урочных столетию Республики Коми.
Две основные задачи – это транслирование лучшего педагогического опыта и выявление актуальной культурно-просветительской среды, использование современных форм трансляции культурных событий среди обучающихся Республики Коми. То есть два таких важных компонента, которые для нас, почему мы проводим, собственно, вот этот конкурс. Он определяет, насколько мы владеем цифровым контентом, и можем формировать цифровой контент, и как это в традиционной форме может быть использовано. Значит, конкурс будет проводиться по двум номинациям – урок и внеурочное мероприятие. Значит, напоминаю, что урок, он должен содержать компоненты ВОС, он должен ориентировать на предметное содержание в области предмета, то есть то, чему мы должны научить, но урок может быть сформирован на базе экспозиции музея. Да, то есть мы используем какую-то конкретную музейную экспозицию и проводим в рамках этой экспозиции урок. Или мы можем набрать изобразительный и информационный ряд из экспозиционной выставки. Вот тогда это будет у нас, собственно, связано с уроком. Как вы его организуете, как вы представите, это уже на ваше усмотрение. Внеурочное мероприятие, оно более свободное, потому что это воспитательное мероприятие, оно направлено в первую очередь на достижение воспитательного результата средствами предметного содержания. Должна сказать, что музей любой, мы не ограничиваем, какой музей. Это может быть музей геологии, музей просвещения Коми-края, музей учительства, музей краеведческий, музей даже специфический, может быть, музей пожарников и так далее. Даже школьный музей может являться основой для этих мероприятий. То есть в любом случае есть некая среда, где сохраняются и формируются музейные экспозиции. И вот в данной ситуации умение выстроить связь урока и внеурочного мероприятия с музейной экспозицией и будет рассматриваться в нашем конкурсе. Значит, внутри для построения и содержания урока необходимо учителю выбрать экспонаты для организации обучения, знакомства. И ограничивается этот конкурс только тем, что мы должны использовать материалы тех музеев, которые у нас находятся в Республике Коми. То есть мы не рассматриваем музеи российского значения и наших соседей, мы должны рассматривать именно выставочные контенты, которые находятся на территории Республики Коми. А я знаю, что таких музеев очень много, я уже сказала, что и районные музеи есть интересные, есть и выставочные залы интересные, поэтому находите интересные выставочные компоненты и выстраивайте урок. Очень будет здорово, если муниципалитеты представят на своем музейном материале одни интересные одинаковые уроки по истории, по обществознанию, по математике. То есть тут нет ограничений предметного содержания. Опять же, урок в музее – достаточно свободная форма. То есть любой предметник может принять участие в рамках этого конкурса. Значит, на конкурсный материал может быть представлен в форме или сценария, это текстовая форма, сценарная форма. Опять же, не путайте, пожалуйста, с технологической картой, не путайте, пожалуйста, с конспектом. Конспекты и технологические карты, они решают свои задачи. Мы все-таки рассматриваем задачу содержания. И поэтому нам нужна обязательно сценарная форма. Если вы готовы представить урок для дистанта, то это должна быть некая система подготовительных дидактических материалов, информационных материалов, структурных материалов урока представлена в электронном виде. То есть эта система представляется в электронном виде, то есть в системе проекта. Если сценарная часть, этот урок может быть уже проведен, и вы его просто обработали и описали, то в проект дистанционного урока описать будет намного сложнее, поэтому мы здесь рассматриваем саму структуру подачи электронного контента и как вы выстраиваете работу с учащимися. И третья форма подачи – это медиафайл урока, это может быть видеозапись или презентация, анимированная презентация, которая показывает этот урок. Вот.
самое большое ограничение – это 15-20 минут на просмотр, не более. Иначе он, собственно, будет замылить. 45 минут, 50 минут – это уже много. Поэтому самая суть, самое основное содержание, оно может вложиться в 15-20 минут для просмотра. Вот это такие материалы для самих уроков. Теперь Галина Владимировна уже говорила о том, что мы хотим, чтобы вы нам тоже помогали в реализации проекта, поэтому мы задумывали такие мероприятия, как виртуальные встречи с деятелями культуры в онлайн-студиях. У нас есть возможность организовать такие встречи, мы можем пригласить, мы можем выстроить диалог с участником, но нам бы хотелось знать, с какими деятелями культуры вы хотели бы познакомить своих школьников. То есть какое лицо, какой деятель культуры наиболее интересен. На самом деле таких людей очень много, и я знаю, что многим было бы интересно, допустим, встречам с Юрием Лисовским или с писателем там, и так далее, или с художником. Пожалуйста, если у вас будут такие предложения, мы их примем. Мы будем непосредственно выходить на художников, писателей, чтобы организовать такую виртуальную встречу. Если вы обратите внимание на таблицу, то январь-март у нас уже стоит виртуальная встреча, да, у нас в рамках института проходит сейчас выставка «Друг», и мы уже в рамках открытия такую встречу провели с Ингой Поповской. И ее можно просмотреть, она тоже является частью проекта. А вот апрель, июнь, июль, сентябрь и октябрь, декабрь у нас, видите, стоят восклицательные знаки. То есть мы планируем эти встречи. Планируем, и мы очень бы хотели, чтобы вы высказали свои предложения по электронной почте, может быть, даже сейчас вы можете прописать, кого бы вы хотели, с кем вы хотели организовать встречу своих детей. Поэтому мы примем во внимание все ваши предложения и будем это делать и организовывать такого характера встречи. Тематические вебинары. В прошлом году мы тоже проводили серию тематических вебинаров, но мы не знали какие проблемные точки, собственно, существуют в организации этого проекта. А так как год мы уже прожили в рамках проекта, и мы уже немного знаем, на что следует дать ориентиры, в связи с результатами прошлогоднего проекта у нас появились и проект «Урок в музее», и конкурсные какие-то мероприятия для детей и так далее. Мы более внимательно просмотрели сам дневник и участие в дневнике, конкурс «Лучший дневник школьника». В этом году мы убрали «Лучшая культурная семья», потому что я думаю, что лучший культурный дневник – это все равно семейный дневник. Он так и так будет делаться и осуществляться вместе с родителями. Поэтому мы не стали так разделять эти конкурсы, и они у нас остались в таком широком смысле, что просто культурный дневник школьника. Поэтому мы запланировали целую цепь семинаров, вебинаров, в которых вы тоже можете принять участие. Поэтому мы обязательно приглашаем на них, чтобы принимали участие. И вот примерные сроки все равно не определены. Сегодня мы знакомим с основными мероприятиями проекта. Методические рекомендации по оформлению и сопровождению культурного дневника школьника я планирую провести в мае. После 15-го я просто опубликую методические рекомендации и их прокомментирую. Сегодня я тоже немного их прокомментирую, чтобы было уже понятно, что можно было начинать делать и каким образом его заполнять уже какие-то странички. Почему я и говорю, что дневник не обязательно подшитая тетрадка. Дневник может собираться отдельными листами. И потом просто он формируется в логическую систему этих логических системных листов, а это уже можно будет помочь школьнику, как это все организовать. Итак, значит, методические рекомендации по оформлению и сопровождению культурного дневника, итоги проведения республиканской культурной онлайн-олимпиады на июнь я планирую. Как раз мы уже подведем итоги, подсчитаем все сведения и информацию мы обязательно распространим по республике. Культурная суббота, как событийное мероприятие. Нам очень хочется, чтобы вы продемонстрировали свой опыт проведения культурной субботы в ваших образовательных организациях или в муниципалитете. Это не обязательно. Вы можете даже внутри организовать муниципалитета конкурсы или какие-то фестивали и выбрать самые лучшие варианты, а потом, собственно, поделиться опытом. Как вы организуете вот это тематическое направление «Культурная суббота».
Опыт реализации проекта в общеобразовательных организациях. Уже к ноябрю этот опыт появится. Я думаю, кто-то захочет поделиться о том, как организовано воспитательное пространство, как организуются отдельные мероприятия, как организуются культурные субботы, как организуются культпоходы или культурный круг, участие в конкурсном пространстве детей. Вот все эти темы, они могут быть представлены в рамках этого семинара «Опыт реализации проекта общеобразовательных организаций». Ну и, собственно, на декабрь мы планируем итоги. Отчет, как у нас получилось в этом году. Естественно, мы очень будем признательны, если вы свои итоги реализации в общеобразовательных школах сможете нам показать, как у вас прошли итоги проведения различных мероприятий культурного норматива. Но мы уже показывали вам сайт, он рабочий, раз в 2 недели мы постараем обновлять информацию, то есть какие-то информационные сообщения давать. На сайте есть смысл зарегистрироваться, иначе вам не будут открываться страницы. Поэтому быть активным участником. Существует понятие обратной связи. На обратной связи буду отвечать мы с Максимом Александровичем Шутовым. Он будет мне присылать ваши вопросы, и я буду стараться отвечать на эти вопросы. Кроме сайта проекта, мы информацию даем в рамках проекты на сайте института. То есть у нас страничка, вот ссылочка здесь дается. И презентацию я опубликую, вот эту презентацию я опубликую в РМО, чтобы вы могли воспользоваться ссылками. Республиканское методическое объединение на портале «Открытое образование учителей предметной области искусства». В разделе «Документы» я представлю эту презентацию. То есть вы можете ее взять, скачать все ссылки и их посмотреть. И в любом случае при реализации всех наших мероприятий мы ориентируемся на сайт Всероссийского проекта «Культура для школьников». Ссылка дана на самом первом слайде, я давала ссылку именно на этот сайт, где рассматриваются все российские акции, и в которых вы можете принять участие, когда, какие сроки, кто является модератором, кто является амбассадором этих акций, там все представлено. Поэтому там можно брать. Мы на них ориентируемся, но мы их не организуем. Всероссийские мероприятия мы только информируем, мы даем информацию для вашего сведения, чтобы вы не забыли, что это мероприятие, в какие сроки проводится, как лучше в них принять участие, мы можем дать консультацию, как лучше в них принять участие. Поэтому любая консультация, пожалуйста, вы можете обращаться, и по возможности, если это в моих силах, то я вам обязательно эту информацию дам. Ну, уже мы на страничку сайта показывали, я обращаю внимание еще раз, методические рекомендации формируются по системе ссылок, на что мы, если у вас есть интересная, полезная информация, которую вы хотели бы предложить своим коллегам, вы можете также посылать ее мне по электронной почте, и я буду публиковать эту информацию в разделе «В помощь педагогам». То есть, если вы мне будете подсказывать, в каких направлениях, какие интересные события проходят на ваших площадках муниципалитетов, и эту информацию будете мне присылать, то сайт проекта будет пополняться не только событиями, которые вижу я, но и теми событиями, которые вы видите и считаете нужным демонстрировать вы. Поэтому вы можете новостные вещи и информационные вещи мне присылать, и мы будем публиковать на сайте проекта. Это будет очень интересно, потому что это будет именно совместный проект и совместные наши, в общем-то, возможности реализации этого проекта. То есть наполнение сайта, мне бы очень хотелось, чтобы в наполнении сайта вы также активно принимали участие. Не ждали, что вам пришлют информацию. Но вы нашли эту информацию, вы мне подсказали, а вы мне ее дали, и я могу распространить ее в рамках республики. Вот в этом году я разработала уже, в прошлом году они тоже были, странички, их тоже можно было заполнять. А в этом году все-таки на основе прошлогоднего опыта я их немного поменяла. Вот у меня появились такие странички, подсказки. То есть это практически некий шаблон, он не рабочий, он рабочий шаблон, в котором можно работать, в котором мы рассматриваем 3 направления: культпоход, культурный клуб и цифровая культура. В последнем я даю ссылку на портал Культуры РФ. То есть, и если вы обратите внимание, там есть у нас наименование мероприятия, место, дата проведения,
отметка о посещении и отзыв, оценка. И чтобы страничка, то есть события здесь заполняются не так вот много, как я в таблице дала, там 4 или 5 событий. То есть страничка делается на одно событие. И чтобы было понятно, как это может выглядеть, собственно, вот я показываю пример заполнения странички. То есть я беру, что это направление культ-поход или культурная суббота, указываю направления, а их у нас 7, вы знаете, 7: архитектура, изобразительное искусство, театр, кинематограф, культура, народная культура, литература и так далее. То есть направление абсолютно любое, какое вы берете. И вот обратите внимание, что я пишу. Вот уже прошла премьера Егморта. Я пишу: посещение балета Якова Перепелицы Егморт. Место, дата 17.04. Отметка о посещении. Пишу театр оперы и балета. И здесь вы можете просто обратиться к любому сотруднику, который может зафиксировать, в общем-то, участие. Или в кассу зайти, и они вам могут печать поставить. Если вы были на реальном посещении. Вот. А если такого нет, то подпись может быть учителя, может быть родителя, если он совместно был. То есть подпись взрослого человека, который, да, подтверждает эту отметку. Очень хорошей поддержкой посещения является, собственно, билет. Но так как у нас много сейчас электронных билетов, да, то есть не всегда они распечатываются, поэтому в любом случае какую-то вот мы можем какую-то информацию дополнить, допустим, сделать флаер, распечатать фотографию, афиши, показать фотографии, в которых вот там вы были в театре со своими родными, близкими, сфотографировались. И вот фиксируется о том, что посещение было реальным, и мы там присутствовали. То есть, и, собственно, вот эта страничка, это целая страничка одного события. И получается, в дневнике на одной странице может оказаться или два близких по тематике события. Да? Вот, допустим, может, получилось так, что вы сходили на выставку, посмотрели выставку и встретились с художником. То есть уже получается, что в рамках выставки вы посетили два события. Или вы сходили на выставку, встретились с художником и посетили мастер-класс. Это уже 3 события практически в дневнике. И на страничке вы можете о каждом событии, собственно, оставить свою отметку. Вот. Я здесь воспользовалась записями, которые я нашла в интернет-пространстве, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, те, кто узнает свои фразы. В любом случае, мне очень хочется обратить внимание, какой может быть комментарий. Комментарий может быть самый простой. От простого «вау» и «врау», это самый простой смайлик, до какой-то критической или, допустим, оценочной записи в форме абзаца или более длительной записи. То есть, если ребенок хочет что-то побольше написать, пусть старается, пусть напишет. Если ему хочется что-то покритиковать, пусть попробует это сделать. И если он хочет выразить свое восхищение и разумение, это тоже можно сделать в рамках оценочных комментариев. Вот, собственно, эта страничка, которая может быть. И вот, допустим, здесь я вот показываю тоже вариант заполнения странички дневника. Это вот песочная анимация, вот событие, которое было вот буквально в воскресенье, да, и вот кто-то посетил его, активность, кто-то с родителями ходит. То есть вот таким образом она может быть оформлена и представлена. Или вот просмотр цифрового контента, да, цифровой контент мы не можем, мы можем скан показать или там сделать фотографию, но лучше всего просто делать ссылку на событие, и уже понятно, что ребенок, собственно, просматривал, у него есть какое-то впечатление, какое-то настроение в работе. Ну, собственно, очень кратко я постаралась прокомментировать. Событий очень много, работы очень много. Сейчас идет вплотную работа с экспертами. Я хочу просто, чтобы вы нас как бы не торопили. Хочется сделать хороший, качественный продукт. Понятно, что у вас уже май-июнь – это выход на каникулярное время, но мы постараемся до конца мая Олимпиаду провести. И просто следите за информацией на сайте КРИРО. Я думаю, что мы сформируем олимпиадные задания. И так как у нас уже есть опыт электронного анкетирования, думаю, что самое главное сейчас наполнить содержанием эти олимпиады, сделать их интересными, познавательными, поучительными и нужными.
для вас. Вот. Со мной можно связаться по телефону. Здесь написан номер телефона института. 28 60 11 – это общий номер, 312 – это дополнительный, на котором, собственно, я могу вам ответить. Очень активно я работаю через систему электронной письменной связи. Можно легко ко мне обращаться по электронной почте. И, собственно, на сегодня я должна уже сказать, что основная мысль о проекте мы вам сообщили, проинформировали. Он является событием, скажем так, который реализуется в рамках воспитательных программ. И если вы прочитаете приказ министерства, то есть не ведомственный приказ, вы увидите, что в этом приказе есть ссылка обращения на муниципальное образование в контексте формирования программы воспитательной работы образовательной организации. И в рамках формирования программы воспитательной работы у вас может появиться направление «Культура для школьников», в котором вы вот все эти события можете в контексте, о котором я сегодня вам рассказала, сформировать. То есть вы можете точно взять за основу те направления, которые предлагает проект, те виды и формы работы, которые предлагает проект, всероссийские акции вы можете подключить, участие в творческих конкурсах, особенно это касается конкурсов на лучший рисунок, на лучшую тематическую композицию, на лучший цифровой ролик и так далее, то есть на лучший кинофильм. То есть если ваши дети принимают участие во всероссийских конкурсах, республиканских конкурсах, муниципальных конкурсах и даже учрежденческих, то это может явиться основой вложения в дневник. То есть мы таким образом формируем некое культурное портфолио наших детей. И, конечно, культура для школьников не может быть реализована без родителей. Я думаю, что все материалы семинаров, вебинаров, которые мы будем вводить, я думаю, что их необходимо знакомить с родителями, чтобы родители вам помогали. Знаете, что события, культурные события – это всегда билет, это всегда оплата, это всегда какой-то поход, и это посещение надо обязательно в сопровождении родителей. Поэтому родители должны быть активными участниками реализации этого проекта. Но я думаю, что и сами родители должны быть заинтересованы в расширении культурного пространства их ребенка, и этот проект должен им помочь. Собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то сейчас вопросы, я готова на них ответить. Пока вопросов не вижу. Если вопросов не будет, то в рабочем порядке по электронному адресу и по телефону готова дать информацию, дать консультацию, помочь в формировании положения, то есть какие-то подсказки и так далее. Все это в наших силах. То есть поддержка, методическая поддержка будет осуществляться и на сайте. Я уже говорила, на сайте «Культура для школьников». Если будут возникать вопросы, я буду писать ответы прямо на сайте, чтобы с этими ответами знакомились все. То есть не в индивидуальном порядке я буду на них отвечать, я буду отвечать их для всех, чтобы всем было понятно ответ на сложившийся вопрос. Ну и то же самое портал «Открытое образование Республики Коми», предметная область искусства. Я там очень часто делаю анонсы культурных мероприятий, и, собственно, там есть обсуждения, дебаты и оценки. Пожалуйста, туда тоже можно обращаться. Спасибо за внимание. Да. Задается вопрос о том, что переносятся сроки. Я уже об этом говорила. Это связано с тем, что оргприказ онлайн-олимпиады внутренний у нас пока не подписан. И я не могу его подписанным делать, пока у меня не будет сформировано олимпиадное задание. Поэтому мы немножко продлеваем сроки по онлайн-олимпиаде. Если других вопросов нет, следите за информацией на сайте, потому что основную информацию я все-таки публикую в трех точках. То есть это сайт «Культура для школьников», сайт КРИРО и портал «Открытое образование Республики Коми». Я на этих трех точках везде даю информацию о том, проводятся эти мероприятия и когда, в какие сроки. Если все, спасибо за внимание. Я рада, что мы запускаем этот проект. Мне приятно работать в рамках этого проекта. Я готова оказывать методическую
поддержку всем, кто пожелает принять участие в этом проекте. Спасибо за внимание.